Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе к 25-летию ПМР в Абхазии отметили День создания Приднестровья. Получить качественную предвузовскую подготовку легко и просто. В Сухуми открылся новый образовательный центр «Академия». Чемпионы в Абхазии в Очимчире проводят сборы спортсмены с мировым именем. Сегодня в Абхазии прошел ряд мероприятий, посвященных 25-летней годовщине создания Приднестровской Молдавской Республики. Президент Рауль Хаджимба поздравил президента Приднестровья Евгения Шевчука с этой знаменательной датой. Можно с уверенностью сказать, что сегодня Приднестровское государство уверенно идет к намеченной цели, важной составляющей которой является стремление к укреплению всесторонних связей со странами мира, отмечается в частности в поздравлении президента. В эти дни в Абхазии находится делегация Приднестровской Молдавской Республики во главе с заместителем председателя правительства ПМР Виталием Улитко. Делегация прибыла в нашу страну для участия в мероприятиях, связанных с 25-летием ПМР. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял гостей и тепло поздравил их с юбилейной датой. Президент Абхазии поздравил народ Приднестровья с юбилейной датой – 25-й годовщиной провозглашения независимости республики. Взаимоотношения между нашими странами успешно развиваются в политической, гуманитарной и культурной областях, подчеркнул Рауль Хаджимба. В настоящее время делегация из Абхазии находится в Приднестровье, где принимают участие в праздничных мероприятиях. Я поздравляю вас и народ Приднестровья с 25-летием. И уверен, что у нас очень большие перспективы в отношениях, которые складываются уже давно, несомненно. Все это будет на пользу нашему народу. Делегация из Приднестровья приехала в республику, чтобы рассказать и показать народу Абхазии историю становления независимой ПМР, сказал заместитель председателя правительства республики Виталий Улитко. В фойе кабинета министров будут открыты 2 фотовыставки, презентованы коллекции почтовых марок, монет и книга об истории Приднестровья. Проживаем, конечно, в такой, можно сказать, среде агрессивной, но в то же время самодостаточно и, в принципе, думаю, заслуживает уже давно мирового признания. За особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между двумя народами указом президента ПМР Евгения Шевчука президент Абхазии был награжден орденом за заслуги 1-й степени. Главе абхазского государства также вручили памятные подарки. Рауль Хаджимба также не оставил гостей без внимания и подарил им юбилейную монету и книгу о первом президенте Абхазии Владиславе Арцемба. Приднестровских банкиров это будет, конечно, удар. Я имею в виду не то, что конкуренцию будет составлять, потому что действительно очень красочная работа. Основная часть встречи проходила за закрытыми дверями. По ее окончании заместитель председателя правительства Приднестровья рассказал журналистам о том, в каких направлениях развивается сотрудничество Абхазии и ПМР. Между двумя республиками подписаны несколько соглашений в различных направлениях, но экономическое сотрудничество осложнено из-за политической ситуации в регионе, но активно развиваются контакты в области образования. С учетом признания Абхазии Российской Федерации есть возможности обмена по методологии образовательного процесса. Виталий Улитко рассказал о проблемах во внешнеэкономической деятельности Приднестровья и о возможном развитии событий с учетом осложнения обстановки в регионе. У нас перекрыты поставки по импорту подакцизных товаров. Это привело к снижению доходов где-то по внешнеэкономической деятельности от 40 до 50%, что привело к тому, что мы не можем выполнять в полном объеме социальные свои обязательства. ПМР развита металлургическая и текстильная промышленность. Работает знаменитый на весь мир винно-коньячный завод. Однако нестабильная обстановка на Украине привела к потере рынков сбыта и сложностям с доставкой продукции в Европу. Народ ПМР рассчитывает на скорое международное признание республики. Елена Лолу, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Спикер парламента Абхазии Валерий Бганба принял официальную делегацию Приднестровской Молдавской Республики. Во встрече также принял участие глава представительства ПМР в Республике Абхазия Гарри Купалба. Валерий Бганба обсудил с гостями различные вопросы взаимодействия двух государств. Отдельное внимание было уделено развитию межпарламентского сотрудничества, в том числе и в рамках деятельности Межпарламентской ассамблеи государств, участников сообщества за демократию и права народов.
Фотовыставка, приуроченная к 25-летию Приднестровской Молдавской Республики, прошла сегодня в Сухуме. На ней были представлены две экспозиции «Ровесники Приднестровья» и «На берегах свободного Днестра». Фотовыставка рассказывает о жителях республики, об их целеустремленности, повседневных делах и достижениях в различных сферах, о том, каким они видят свое будущее. Все это можно понять по фотографиям и по текстам, которые сопровождают снимки. Фото без постановочных кадров передают живые образы настоящих энергичных, активных людей. Это учителя, врачи, военные, спортсмены, работники крупнейших предприятий Приднестровья. Посетителей выставки заинтересовала коллекция почтовых марок Приднестровья. Сотрудники Приднестровского республиканского банка также представили коллекцию монет, которая выпускается в Приднестровье. Важность существующего широкого сотрудничества между Абхазским и Приднестровским университетами обсуждалась сегодня на встрече в АГУ. Ректор Олег Огварамия выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия. Сария Смыр расскажет подробности встречи. То, что вели в вашем университете, честно говоря, Открывая встречу, ректор АГУ, академик Олег Огварамия, поздравил гостей с 25-летием образования Приднестровской Молдавской Республики и с 85-летним юбилеем со дня основания Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко. Я очень рад, что и преподаватели наши, и студенты наши самым активнейшим образом приняли участие в этом не просто разговоре, а мы наметили мероприятия, которые позволят нам и дальше развивать наши отношения. На встрече также обсуждалась важность сотрудничества между двумя университетами – Абхазским и Приднестровским. Вузы, кстати, входят в ассоциацию университетов новейших независимых государств, которая была создана в 2007 году. Почетный президент Приднестровского государственного университета Степан Берил рассказал о существующей системе образования в Приднестровье. Он поблагодарил руководство Абхазского университета за встречу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Нам выпало такая честь и такое счастье решать задачи, от которых зависит будущее наших стран, наших народов. Я благодарю за то, что вы такие надежные, сильные духом и интеллектуально. И все эти годы нам было настолько интересно работать. Надеюсь, что так будет и в той перспективе, которую мы можем сегодня видеть. В ходе встречи гостям были вручены памятные подарки. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Вечером в ресторане «Магнолия» прошел официальный прием, посвященный 25-летию независимости Приднестровской Молдавской Республики. В праздничном мероприятии приняли участие президент Рауль Хаджимба, представители правительства и парламента, общественность. Выступавшие отметили, что республика состоялась и развивается, однако борьба за суверенитет и международное признание ПМР продолжается. Молдавия и Украина держат республику в кольце экономической блокады. В этих непростых условиях важно продолжать развивать отношения между Абхазией и Приднестровьем по всем направлениям. За 25 лет, несмотря на блокадные ограничения, благодаря поддержке традиционных союзников и внутренней сплоченности, республика сумела сохранить за собой высокий уровень государственного строительства, готовность к поиску перспектив выхода на самодостаточный уровень внешнеэкономической деятельности. Сегодня Приднестровье твердо стоит на ногах и готово выдержать любые внешнеполитические вызовы, сохраняя уверенность в том, что друзья всегда готовы прийти на помощь. Несмотря на все те препоны, которые создаются сегодня, отношения Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики будут развиваться. Все те процессы, которые происходят вокруг нас, вся тяжесть проблем, которая складывается в части, касающейся развития Абхазии, Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, связано с тем, что не все до сих пор осознали, что мы государство. Российская сторона, которая признала нас, содействует процессу становления нашего государства, и я не сомневаюсь в том, что такие же процессы будут в ближайшее время и в отношении Приднестровской Молдавской Республики.
Еще одна знаменательная дата отмечается сегодня. 2 сентября исполнилось 24 года со дня основания Нагорно-Карабахской республики. Президент Рауль Хаджимба поздравил президента Нагорного Карабаха Баку Саакяна с этой знаменательной датой. Сегодня Нагорный Карабах успешно и динамично развивается, решая сложные задачи по защите своей государственности. Республика ведет открытый диалог с международным сообществом, уверенно интегрируясь в международные процессы, отмечается в частности поздравление Рауля Хаджимба. Сегодня президент принял делегацию представителей провинции Каджаили Турецкой республики во главе с губернатором Ибрагимом Караусманоглу и главой администрации города Измит Невзатом Даганом. Во встрече также принимали участие премьер-министр Артур Микваби и депутат Народного собрания Тайфун Арзанба. Рауль Хаджимба отметил важность укрепления экономических и торговых отношений с Турцией. Политически мы можем быть пока и не признаны, но мы можем и готовы выстраивать экономические и торговые отношения с Турцией, сказал глава государства. По словам президента, даже в тяжелое для Абхазии послевоенное время экономические и торговые связи между нашими странами не прекращались. Рауль Хаджимба выразил надежду на их дальнейшее углубление. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества провинции Каджаили с Абхазией в различных сферах, сообщает официальный сайт президента республики. Накануне в Москве состоялась встреча премьер-министра Абхазии Артура Микваби с вице-премьером России и полпредом президента в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопониным. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в области развития социально-экономической жизни Абхазии. В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении в Абхазии совместного форума по развитию туризма. По словам премьера Артура Микваби, Александр Хлопонин заверил абхазскую сторону, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, заложенные в подписанных ранее российско-абхазских документах. Находящийся в Турции посол России в Абхазии Семен Григорьев посетил район компактного проживания этнических абхазов, город Сакария, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Республике Абхазия. Состоялась встреча Григорьева с председателем Абхазского культурного центра города Сакария Аралом Бганба Кабаш. В ходе встречи Бганба отметил, что абхазская диаспора в Турции полностью поддерживает развитие братских отношений между Россией и Абхазией. Посол также встретился в Стамбуле с полномочным представителем Абхазии в Турции Наром Гицба. Встреча состоялась в рамках реализации статьи 4 договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, касающейся координации внешнеполитической деятельности сторон. Пересечение КПП «Ингур» гражданами иностранных государств по техническим причинам временно ограничено, сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Абхазии. Как отмечено на сайте МИД Абхазии, о дополнительных изменениях будет сообщено позже. Граждане иностранных государств могут посетить Абхазию через КПП ПСО, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Эти ограничения не касаются сотрудников международных организаций, работающих в нашей стране, уточнили в МИД Абхазии. Требования, необходимые для оформления разрешения на въезд на территории республики, указаны на официальном сайте МИД Абхазии. Завтра, 3 сентября, общественность столицы простится с народным писателем Абхазии Шалодием Аджинджалом, скончавшимся на 84-м году жизни. Как сообщает правительственная комиссия по организации похорон, траурный митинг начнется в 14 часов в Сухуми по улице Чачба, возле дома, в котором жил Шалодия Аджинджал. В нашей программе сегодня впервые на экране последнее интервью народного писателя, данного им абхазскому телевидению. Получить качественную предвузовскую подготовку легко и просто. Образовательный центр «Академия» предлагает свои услуги. Центр специализируется на обучении языков – абхазского, турецкого, английского и русского. Об образовательном центре и новых возможностях расскажет Асида Малия. Модно быть образованным в современной жизни. Эти слова звучат весьма убедительно. Молодые люди стремятся приумножать знания в лучших образовательных заведениях, в число коих зарубежные вузы. А для этого важно знание иностранного языка. Для таких абитуриентов появилось подходящее предложение от образовательного центра «Академия». Я сама являюсь преподавателем по английскому языку. И начала я замечать, что студенты сейчас не просто хотят изучать иностранные языки, они сейчас полноценно готовятся к международным экзаменам, выбирают и поступают в зарубежные вузы. И если раньше это требовало очень много усилий и самых разных специалистов для того, чтобы осуществить, претворить эту мечту в жизнь, то сейчас вот мы решили все это объединить в одном учреждении, в нашем образовательном центре, который называется «Академия». Ирина Чкаду, выпускница финансового университета
университета при правительстве Российской Федерации. Долгие годы она проработала и в британском консульстве. А в настоящее время преподаватель английского языка Сухумского открытого института. Считает, делиться знаниями и накопленным опытом с молодым поколением, чтобы поддерживать их в стремлениях, важно. Помимо подготовки к таким международным экзаменам, как IELTS, SAT, TOEFL, ТМР, это уже турецкий экзамен. Кстати, хотелось бы отметить, что сейчас, если ребята хотят поступить в Турцию, то они могут прямо здесь у нас сдать этот экзамен ТМР и никуда не выезжать из Абхазии, получить этот сертификат и далее выбрать по уровню баллов набранных тот или иной вуз турецкий. И еще, что является, наверное, отличительной нашей чертой, это то, что мы организовываем учебные поездки в страны изучаемых языков. Потому что я считаю, что, конечно, если вы изучаете язык, вы должны побывать в той среде, в которой говорят на том языке, который вы выбрали. Так в Академии возможно обучение абхазскому, английскому, турецкому и другим европейским языкам. Саид Кугони и его друг уже поступили в высшее учебное заведение за рубежом. А прежде он прошел подготовительные курсы английского языка по программе Ирины Чкадова. У нас был очень хороший учитель, Ирина Славовна. Замечательно просто. И благодаря ее мы знаем сейчас английский. Но мы готовились к американскому ЕГЭ, а после этого мы готовились к IELTS. Это британский экзамен. Мы успешно их сдали, и сейчас мы будем обучаться в Турции. Я поступил в Измир в Дукузи университет. Это я там буду обучаться программист-инженер, а вот мой друг банковское дело в Анкаре. В образовательном центре могут учиться все желающие в возрасте от 10 лет и выше. Установлена модель балльной системы. За неуспеваемость учащегося академии могут отчислить, несмотря на то, что обучение платное. А желающих учиться в настоящее время 50 человек. Ими заполнены заявки. По завершении курса выпускник получит соответствующий сертификат. Я выбрала себя английский язык, так как мне очень нравится изучать языки. Английский — это как бы самое такое, что я хочу овладеть в совершенстве, чем хочу. Вот. И это уникальная возможность именно осуществить свою мечту именно здесь, потому что давно я хотела именно такое учебное заведение, в котором можно на таком уровне учиться, прогрессировать. Вот. И поэтому я сразу, как об этом узнала, то, что это открывается, не более мой лектор, мой любимый учитель, так что я сразу решила, что я непременно поступлю сюда и буду изучать язык. Девиз образовательного центра известен во всем мире. Сохраняйте спокойствие и учитесь с нами. Асида Малия, Беслан Джанджал, Абхазское телевидение. Спортсмены мирового уровня по смешанным единоборствам, победители международных соревнований, находятся на сборах в Абхазии. Сегодня их принимали в столичном спорткомитете. Во встрече принял участие советник президента Республики Абхазия по вопросам спорта Беслан Аджинджал. Подробности в материале Налы Мукба. Чемпионы мира по смешанным единоборствам, спортсмены мирового уровня из различных регионов России выбрали Ачамчиру для своих сборов. Несколько дней они проведут на недавно отстроенной тренировочной базе. Они посчитали климатические и погодные условия Абхазии наиболее оптимальными для своей подготовки. Мы постоянно готовимся, скажем так, много где были, много что видели. Решили первый раз в Абхазии, скажу честно, довольны тем, что увидели, довольны базой. Я не говорю, что эта база может быть, как говорят, высший пилотаж, но приятно, что есть ринг, есть татами, есть тренажеры. И очень бы хотелось, чтобы в Абхазии этот спорт развивался. Вопросы сотрудничества и развития связей обсуждали сегодня на встрече абхазских спортивных чиновников с российскими спортсменами. Поддержка спорта в Абхазии – одно из приоритетных направлений внутренней политики. Поэтому государство будет поддерживать любые начинания в этой сфере, особенно юношеский спорт, отмечалось на встрече. Со своей стороны и со стороны руководства республики могу вас заверить, что мы очень рады этому и будем содействовать развитию этого вида спорта в Абхазии. Для нас главное побольше мальчишек убрать с улицы, чтобы они занимались спортом. Наша основная задача. Российские спортсмены готовы делиться своим опытом и помогать воспитывать юные таланты в нашей стране. Я в прошлом тоже член сборной России. Сначала по шихара карате, по кикбоксингу, дальнейшие отношения, связи. Они со мной связались. Они на
Учебно-тренировочный сбор проходит в Ачамчирах, там неплохая спортивно-тренировочная база у нас. И мы совместно, у нас планы, совместная подготовка спортсменов наших, они будут приезжать к нам, заниматься здесь с нами, А мы будем ребят отбирать, смотреть ребят, подходящих нам, и отправлять к ним в Россию на сбор. Так уж совпало, что один из спортсменов, чемпион мира по смешанным единоборствам, боец UFC Шамиль Абдулрахимов, отпразднует свой день рождения в Абхазии. Я, наверное, был лет 10 назад, тоже здесь находился. Потом года 4 назад тоже я проводил здесь сборы Пицундры, по-моему. Так что я знал, что здесь, какой климат, как для здоровья хорошо здесь. У вас хороший уровень. Можно приезжать еще на сборы. Есть, наверное, я думаю, еще если ребята будут, я, наверное, сам тоже приеду. После сборов российские спортсмены хотят и дальше сотрудничать с абхазскими коллегами. Со временем будет возможным отбор наиболее талантливых детей из нашей республики с последующей подготовкой их в спортивных школах России. Нала Мукбасаидайба, Абхазское телевидение. Городские власти проводят рейды по отлову бродящих домашних животных, а именно крупнорогатого скота, при этом добиваясь большей ответственности от их хозяев за выпас скота в городской черте. Планируется даже ужесточить меры. Как именно, расскажет Рената Шакая. Очередной раз сотрудники спецавтохозяйства столицы вывезли с городских улиц в загон 25 коров. Сегодня уже с утра объявились возмущенные, но готовы понести наказание в виде штрафа хозяева животных. Первый раз, что дети оставили калитку, открыто. У нас загон есть, мы всегда держим там. Одна корова, думаю я, дети говорят, мама, не надо. Нет, я говорю, корова дома нужна. Мы в таком месте живем, что можно одну корову как-нибудь. И вот и первый раз у нас такая проблема. Мы часто наблюдаем картину, когда безнадзорные животные расхаживают по улицам города. Помимо всего прочего, оставленный без присмотра крупный рогатый скот ежедневно портит зеленые насаждения и создает аварийные ситуации на дорогах. Согласно решению Сухумского городского собрания, за первичные нарушения можно отделаться предупреждением, а за второе – суммой штрафов 1500 рублей. Одни и те же хозяева ее. Первый раз приходит супруг. Второй раз присылают сына, третий раз жена ее. Они все одна семья, но меняются. Разные фамилии, разные паспорта. И все они говорят, что они первый раз. Около 100 голов по городу бегают. И ни одного бедного хозяина нет. Все достаточно и богатые, и нормальные. Но хотят вести здоровый образ жизни, свежее молоко. Городские власти не собираются останавливаться на полпути и поэтому заявляют, никаких послаблений не будет. Для начала они собираются обратиться к депутатам с просьбой увеличить штрафы, а если это не поможет, то скотину будут забивать. Отлов крупного рогатого скота и доставка на мясокомбинат на убой – вынужденная мера. Столицу нужно избавлять от парнокопытных, и эти планы должны быть реализованы в ближайшее время. Рената Шакая, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 4 сентября. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуми вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу, 4 сентября, гость студии министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. А сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 66 рублей 68 копеек, евро 75 рублей 9 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 21-23, днем 32-34 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.